Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, как желание водителя автобуса избежать аварии отправило пассажирку общественного транспорта на больничную койку. Административный арест закончился. Прошу вас не злорадствовать, да, я все признал, я сам явился. Суд в рамках уголовного дела избрал меру пресечения сбившему девочку Назипу Каюмову. А также не знал, что в магазине трогать можно далеко не все. И ко мне приставал, и к моему заму приставал. Ну, прям трогал. Мужчина пришел в супермаркет за бесплатной лаской и любовью. Это и не только прямо сейчас. Лишился передней части своего автомобиля и едва не протаранил дом. Водитель такси после столкновения с Hyundai Creta. Крупная авария произошла на перекрестке улиц Дзержинского и Лобачевского. В результате мощного удара автомобиля разлетелись в разные стороны. Один человек получил травмы. Подробности расскажет Рамиль Шайдулин. Столкновение «Лады Ларгус» и Hyundai Creta было очень сильным. На место происшествия срочно вызвали врачей скорой. Их помощь понадобилась водителю автомобиля такси. Грудная клетка. А сейчас решили оказаться, да? Ну, мне сейчас здесь надо присутствуешь. А потом поедете, да? Все сказали, да, конечно. После столкновения отечественный автомобиль вылетел с дороги, пролетел тротуар и едва не врезался в здание. У автомобиля была разбита вся передняя часть. Не меньше досталось и автомобилю Hyundai. У иномарки была повреждена вся передняя правая часть. Именно внедорожник, по рассказам второго участника ДТП, и спровоцировал аварию. Ехали с стороны Крылевской, зеленый свет светофора. Гражданин на Hyundai решил развернуться здесь прямо. Водитель же Hyundai сохранял гробовое молчание. Объясняться ему уже пришлось с сотрудниками ГИБДД. Им и предстоит установить степень вины обоих автомобилистов. Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Упавшие троллейбусные провода серьезно повредили Рено Логан на улице Танковая. Водитель иномарки рассказал, что рухнули они прямо на его машину, когда он ехал. Запутавшись в металлической проволоке, автомобиль получил серьезные повреждения. Финансовый ущерб понесли и водители электротранспорта. Неудобства испытали и сотни пассажиров. Движение троллейбусов надолго было парализовано в обе стороны. Автомобилист вызвал на место аварии сотрудников ГИБДД для определения виновников происшествия. Помимо них туда же подъехали и работники коммунальных служб для восстановления линий питания общественного транспорта. В больницу вместо пункта назначения попала 56-летняя женщина, севшая в автобус 60-го маршрута. Когда водитель общественного транспорта резко нажал на тормоз, она не удержалась на ногах и рухнула на пол. Все произошло в вечерний час пик на остановке улица Мусина. Анна Городнова узнала о состоянии здоровья женщины и выяснила, почему водитель автобуса так резко тормозил. Конечной для этого автобуса 60-го маршрута вразрез всех планов стала остановка на улице Мусина, и остановился на ней водитель автобуса очень резко. Одна из пассажирок при этом не удержалась на ногах и упала. Оставить женщину без помощи водитель не мог и вызвал для нее скорую помощь. Боком ударился, Позднее в больнице у 56-летней женщины диагностировали ушиб мягких тканей поясничной области. Больше никто не пострадал. Водитель автобуса рассказал, что, как обычно, повернул налево на улицу Мусина с проспекта Ямашева. Подъезжал к остановке. Тут его подрезала легковушка. Знал, что резко тормозить нельзя, но тут сработали рефлексы. Вас никто не подрезал? Впереди машина остановилась. А, вы что, вы при столкновении остановились? Учитывая, что столкновения с этой машиной не было, виновным в это происшествие могут признать самого водителя автобуса. Анна Городнова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. «Шевроле Спарк» и инкассаторский автомобиль столкнулись ночью на пересечении улиц Ташаяка и Лево-Булачная. В результате аварии фургон с деньгами буквально вскрыл левую переднюю часть иномарки, как консервную банку. Водитель буханки рассказал, что спустился с улицы Профсоюзной и затем развернулся в сторону улицы Лево-Булачная. В безопасности маневра, признается, убедился. Я смотрю, все, дорога чистая. Я уже перестроился, я уже еду на полосе. В следственный изолятор на 1,5 месяца. Такую меру пресечения избрал Приволжский суд Казани Назипу Каюмову, который 10 марта сбил 15-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Он явился в полицию с повинной спустя 2 дня. Пострадавшая 9 дней находилась в критическом состоянии. 19 марта она скончалась в больнице от полученных в результате наезда травм. На водителя Volkswagen сначала завели дело об административном нарушении, но затем деяние переквалифицировали. Нафиса Минязова спросила подозреваемого, мучает ли его совесть. Я прошу вас не злорадствовать, да, я все признал, я сам явился, я
раскаюсь, я бы сделал все, чтобы это исправить. Но, к сожалению, это не в моих силах. От разговора с журналистами он не отказывался, правда, лицо прятал, факт наезда не отрицал и признал, что 10 марта на улице Карла Маркса, сидя за рулем Volkswagen Jetta, проехал на красный и сбил переходящую дорогу 15-летнюю девочку. Но свои действия комментировать отказывался. Вы же тогда оставили девочку просто умирать. Вы же не остановились. Мне больше нечего сказать. Вскоре после наезда брошенную иномарку обнаружили в нескольких сотнях метрах от места происшествия, а машина, к слову, принадлежит не ему. В салоне полицейские обнаружили бутылку со спиртным, и у них появилось подозрение, что человек, находившийся за рулем иномарки, был пьян. Сам он это отрицает, хотя и очень неуверенно. Вы употребляли алкоголь в этот раз? Что? Установить, был ли он в состоянии опьянения, сейчас невозможно. Мужчина явился в полицию с повинной только через 2 дня. К слову, в тот день он сел за руль, не имея на то права. Водительского удостоверения его лишили как раз за езду в пьяном виде. В суде сегодня он рассказал, что в тот день просто отвлекся на телефон и не заметил переходящую дорогу девочку. Никто не застрахован от такой ситуации. Все мы ездим за машинами и все пользуемся телефонами. Назиб Каюмов уже отбыл 15 суток административного ареста за нарушение правил дорожного движения. В связи с гибелью девочки на него возбудили уже уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сегодня судья избрал ему меру пресечения на время следствия. Несмотря на то, что адвокат просил не заключать его подзащитного под стражу, суд согласился с мнением обвинения. Доводы защиты, что под опекунством находятся родители-инвалиды, судью не убедили. Меру пресечения в виде заключения по стражу ФКУ СИЗО-2 усиленный РЭК ПРТ сроком на 1 месяц 17 суток, то есть по 19 мая 2019 года. Из зала суда Назиб Каюмов отправился уже в следственный изолятор. Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112. Мужчина пострадал в результате хлопка, произошедшего во время ремонта печи для подогрева нефти на территории одного из предприятий в Нижнекамском районе. На место прибыли спасатели, но их помощь не понадобилась. Пожара после хлопка не возникло. Рабочего с травмой лица госпитализировали в больницу. Ушел из дома и до сих пор не вернулся. 60-летнего Валиуллина Карима Салахудиновича, уроженца Республики Узбекистан, ищут уже 4 года. По предварительной версии, в мае 2015 года он вышел из дома, который находится в селе Хлыстово Елабужского района, чтобы поехать в Елабугу. После этого его никто не видел. Мужчина на вид худощавого телосложения, среднего роста, из особых примет татуировка в виде пальмы на правой ноге, шрам на левой кисти, шрам на верхней губе и отсутствие зубного аппарата. По факту безвестного исчезновения человека возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Все, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, следователи просят обращаться по телефонам, указанным на экране. Хотел большой и бесплатной любви. Пришел за ней в магазин, но при этом забыл, что трогать в супермаркетах можно совсем не все, что хочется. Другой взрослый мужчина забыл, что в магазинах, если что-то берешь, нужно платить, даже за детские игрушки. И как доказать законность своих действий пьяному, буйному посетителю бара? Все это глазами сотрудников группы быстрого реагирования охранного предприятия увидела Альбина Салгараева. Он зашел, был с другом. Друг делал покупки, а вот этот мужчина, он приставал. И ко мне приставал, и к моему заму приставал. Ну, прям трогал. Директор супермаркета рассказывает сотрудникам охранного предприятия, как все происходило. Мужчина нагло приставал к сотруднице магазина, на просьбы их не трогать не реагировал. Не остановило его и то, что каждая из них была замужем. Вы замужем, да? Да, замужем. Я ему говорила, как бы, что супруга сейчас позову, он матерится, вызывай, давай. Телефон его давай. Агрессивно, да, вести? Агрессивно вел. Вообще материться начал, на покупателя уже кидаться начал, на мужчину там. Он успокоился только после того, как сотрудники группы быстрого реагирования охранного предприятия надели на него наручники. Быстро выяснилось, мужчина уже был ранее судим за изнасилование, но, видимо, не исправился. А вот уже в другой магазин неизвестный мужчина пришел совсем не за ласками. Игрушки для какой цели взяли? Какие игрушки? То есть вы не брали, да? Его поймали, что называется, с поличным. Сотрудницы магазина заметили, как мужчина пытался спрятать в своей куртке несколько игрушек. Они окружили его и до приезда охранников удерживали в магазине. На данном этапе это все незаконно. А нетрезвый и неадекватный гость в одном из баров Автограда кидался на посетителей, оскорблял их и, решив уйти, разбил входную дверь. После задержания он пытался доказать, что действия сотрудников охранного предприятия были незаконны. Ты докажи, что это законно. Решили убежать. Ты докажи, что это законно. Разбили дверь. Ты докажи, что это законно, а вот это будет второй разговор. Вот и все. Всех нарушителей передали в руки полицейских. И уже суд теперь будет решать, кто и какую ответственность понесет. Альбина Салгараева, Нафиса Минязова, вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.